Камбожаб Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 10. Устройство и управление главнейших монастырей в окрестностях Лхасы. Часть 47. Дацаны Джут. Кроме дацанов богословских, существует еще два своеобразных дацана, которые как бы принадлежат всем трем монастырям и странствуют с места на место, хотя один из них, Мадд, был основан в Галдании. Специальность этих дацанов – изучение тантр, по-тибетски джут. Один из них, первый по времени основания, называется джут-мадд, то есть нижний или основной джут, а другой – джут-дот, то есть верхний джут, верхний добавочный, второй. Основателем первого дацана считается Шераб Цинга, один из учеников Дзанхавы, родом из Дзана. Он был посвящен в духовное звание в дзанском монастыре Нартан, где и учился в молодости. Затем прибыл в Уй, и здесь он учился у самого Дзанхавы и его старших учеников. В 1419 году Дзанхава во время своего пребывания в Сера-Чайден, как передает его биограф, взял в руки книгу толкования Сандуя, собрание тайного, и спросил, кто может покровительствовать Тарни, сделавшись хозяином этой книги. При двоекратном повторении этого вопроса никто из учеников его не отозвался. После третьего повторения из среды их встал Шераб Цинга и изъявил свое желание. Тогда Дзанхава очень обрадовался и дал наставление, как поступать, а также передал ему некоторые предметы поклонения. После сего в 1426 году Шераб Цинга отправился в Дзан вместе с Гандунь-дубом, и они своими проповедями собрали вокруг себя многочисленных последователей, для коих впоследствии был основан монастырь Дашил-Хумбо, описание которого читатель найдет ниже. Затем Шераб Цинга отправился странствовать по другим местам, всюду проповедовал желтошапочное учение и собирал последователей, для которых основывал монастыри. В числе таких монастырей был основан на юго-востоке от нынешнего Дашил-Хумбо монастырь Сраджут. Возвратившись из Цана в Уй, Шераб Цинга стал проповедовать тантры в Галдане и для собравшейся у него общины учеников основал в 1433 году, а по другим сведениям в период между 1439 и 1445 годами, особый дацан Джут-мадд, где поместил как объекты почитания книги, статуи и другие предметы, полученные от Дзанхавы. Умер в 1445 году. Основателем второго дацана Джут называют Гуньга-дондуба, родившегося также в Дзане в 1419 году. Поступил он в монашество в Нартане, где учился у вышеупомянутых Шераб Цинга и Гандунь-дуба. Затем, прибывший в Уй, он учился сначала в Брайбуне, а затем поступил в дацан Джут-мадд. После смерти второго настоятеля дацана Мадд, Джиньба-Баала, большинство членов хотело избрать в настоятеле этого дацана Гунга-дондуба, но влиятельное меньшинство избрало главой дацана некоего Даши-Джалсана. Во время разногласий и беспорядков по этому поводу Гунга-дондуб присвоил себе часть вышеупомянутых предметов почитания, данных Дзанхавой, и удалился в восточную часть Уя. За ним последовало всего 6 учеников, но вскоре их стало 32.
Вследствие прилива учеников и поддержки со стороны влиятельных лиц, он так возвысился, что сам отказался от вышеназванной должности, когда ее стали предлагать ему, твердо решив основать новый дасан – Джуддот, начало которого относится к 1462 году. Он заботился о его процветании до своей смерти в 1486 году. В основанных таким образом двух дацанах Джуд главными защитниками и покровителями считаются три божества: тайный Сандуй, блаженный Дымчок и страшный Джигжит. Устройство и дисциплина этих дацанов почти одинаковы, разница лишь в мелочах. Управление каждого дацана находится в руках трех лиц: настоятеля, Хамба, Лама Унзада и Гыбкоя. Первый служит 6 лет, второй 3 года, а третий полгода. При этом Хамба является духовным главой дацана и распорядителем его имущества, доходы с которого идут на содержание монахов. Непосредственная же административно-судебная власть над монахами находится в руках его помощника Ламы Унзада. Гыбкой является помощником Ламы Унзада по распорядительной власти на богослужениях и назначается по порядку старшинства поступления в дацан. Гораздо труднее получить назначение на место Ламы Унзада, на которое является немало соревнователей. Должность эта тем важна, что занявший ее имеет право занимать другие высшие должности без всякого постороннего конкурса, только соблюдая очередь на освобождающиеся вакансии. Назначение получается от Далай-ламы и, по заведенному в Тибете обычаю, не обходится без денежных расходов со стороны кандидата. Следующие высшие должности занимаются, как сказано, по очереди, и они суть. Первое – Хамба своего дацана Джуд, номинальная, но почетная должность. Чордже галданских дацанов, Шардзе из Джуддот и Джансе из Джудмат. И третье – должность галданского наместника. Монахи этих дацанов делятся на две категории – общестепенные, Джир-Римба, и ученые, Гишей, друзья добродетелей. Первые – суть те, которые, не имея никакой ученой степени, поступили в Джуд по выдержании установленного экзамена по чтению наизусть, а вторые – те, которые получили в цаницких дацанах Сенбрагесума или Лхасского Дагна дацана какую-нибудь из ученых степеней. Разница между этими категориями в самом дацане та, что общественные в течение первых 3 лет по поступлению должны постоянно быть на богослужениях, отбывать все общинные работы по приготовлению и подаче кушаний и чая монахам, по переходу из одного места на другое, ну и тому прочее, а вторые должны бывать без пропусков на богослужениях лишь в течение 1 года и избавляются от вышеупомянутых работ. Первые научаются всем обрядностям и чтению разных богослужебных книг, почему приглашаются часто общественными учреждениями и частными лицами для чтения разных треб, гуримов. А вторые более специализируются в богословских вопросах, относящихся к отделу Ганджура Джуд, и имеют исключительный доступ к занятию высших должностей общины, начиная с Гыбкоя. Те и другие могут получать ученую степень, называемую Аграмба, первые после 7-летнего пребывания в дацане, а вторые после 17 лет. От первых требуется лишь знание обрядовых сторон тантр, а от вторых – философской стороны их. В основу изучения философии кладутся 2 сочинения Занхавы Агрим Чамо, большая степень тантр, и Делба Шибрак. Оба дацана можно назвать
странствующими, так как они собираются для богослужений в разных местах, а именно Лхасе, Себрангесуме, Ярба, Салгунтане и Джармалуни, Чумикдуни и других. Происхождение этих переходов с места на место объясняют тем, что они в прежнее время бедные в материальном отношении, но сильные своими таинственными познаниями по искоренению зол нечистых духов были приглашаемы в разные места для совершения богослужений. Эти приглашения со временем сделались постоянными, и в таких местах стали строить дуганы и прочие постройки для хранения имущества дацанов, необходимого при новом посещении духовенством этой местности. При желании жителей известных местностей поддерживать связь с дацанами, выражавшимся обеспечением содержания, странствование вошло в непременный устав дацанов и ныне строго соблюдается. Переходы делаются соборно или вразброд. В первом случае все идут пешими вместе со своей администрацией, останавливаются в известных местах, где имеют общую кухню и так далее. А во втором каждый день пешком по своей воле и на свой счет, лишь бы к назначенному времени прибыть на место. Дацаны эти напоминают, в общем, буддийского скитающегося аскета, питающегося подаяниями, но только в увеличенном размере. Духовенство этих дацанов относительно дольше живет в Лхасе, где Джут-мат имеет свой специальный дуган с садом, а Джут-дот помещается в выступленном ему тибетском правительством дугане Малого Джу и имеет особый сад подле него. Все ламаиты очень любят обращаться с просьбами об исполнении разных треб к монахам этих дацанов, если богаты, ко всей общине, если бедны, к отдельным членам ее. Каждый из этих дацанов живет своей отдельной жизнью, но когда правительство заказывает им совместное чтение гуримов, они соединяются вместе, причем распоряжаются администраторы дацана мат как старшего. Монахи этих дацанов должны иметь непременно с высшим духовным обетом гэлонов, только общестепенные в течение первых 3 лет могут быть с обетом гэцулов, как прислужники старших. Как строгий блюститель духовных обетов, каждый монах имеет при себе нищенскую чашу, по-тибетски лхунсет, по-санскритски патра, той формы, какая известна нам по изображениям Будды Шакьямуни. Чаши эти должны быть сделаны из вороненой или выкрашенной в черный цвет стали. Затем все монахи должны иметь одного образца шокгали, картонные, заделанные в бамбуковые рамки папки для книг, мешочки для дзампы и деревянные чашки особого образца. Одежда почти одинакова с таковой же монахов других дацанов. Строго соблюдая дисциплину, составленную согласно с правилами обета Гэлонга, дацаны эти не знают привилегий перерожденцев и знатных особ, а также достаточно малейшего проступка, чтобы быть публично изгнанным из дацана. Все монахи этих дацанов числятся по монастырям и дацанам, где были до поступления в джут и не прерывают связи с ним, так как получают джет деньгами, а цок натурой, раздаваемые в них. Джет называют обыкновенно случайную раздачу пожертвований, а пог – обычную, установившуюся выдачу муки, денег и так далее. Материальная обеспеченность общины этих дацанов вместе с верою в беспредельную пользу участия в их богослужениях привлекает немало охотников на строгое неподкупное
Чудо в Тибете, дисциплина их заставляет многих вольно или невольно удаляться, и потому число духовных в каждом дацане держится около цифры 600. Конец 47 части.